Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В эти минуты в Народном собрании Абхазии проходит экстренное заседание, на котором депутаты парламента обсуждают сложившуюся в республике общественно-политическую ситуацию в стране и пути выхода из нее. Об итогах заседания мы расскажем в следующем выпуске новостей. Мы следим за ситуацией и будем информировать вас по мере поступления новой информации. А сейчас хронология событий дня. Итак, 9 января в Верховном суде Абхазии состоялось заседание кассационной инстанции по иску бывшего кандидата в президенты Алхаса Квицини, оспаривающего решение суда, признавшего действительными итоги выборов президента Абхазии, прошедших в сентябре 2019 года. Подробности в репортаже Амелии Бисмарк. Судебное заседание по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицини началось ближе к 12 часам дня. Судья Тимур Тарба заявил, что к работе конституционной инстанции изъявила желание присоединиться новый адвокат. В работе хочет принять участие адвокат Габеля Кристина Корниловна, которая будет представлять интересы заинтересованного лица президента Республики Абхазия Хаджимба, в связи с чем в кассационную инстанцию поступило заявление 24 декабря 2019 года. Относительно данного вопроса от сторон возражений не поступило. Напомним, что в ходе последнего заседания адвокат Инга Габелая, представляющая интересы истца Алхаса Квицини, привела заявление об отводе судьи Романа Кварча, которое тогда было отклонено. Инга Габелая представила повторное заявление аналогичного характера на основании заинтересованности судьи Кварча в исходе дела. Пребывание в должности судьи Кварча напрямую зависит от президента Республики Абхазия, который в соответствии с конституционным законом о судебной власти без объяснения причин вправе не внести кандидатуру на должность судьи на рассмотрение парламента, а также решение о рекомендации Кварча на должность судьи принимается ККС Республики Абхазия, квалификационной коллегии судей, в состав которого входят участники настоящего процесса, а именно Дмитрий Шамба. Полагаем, что судья Кварча лично заинтересован, так как его дальнейшее пребывание в должности судьи находится в прямой зависимости от указанных лиц. По мнению исполняющего обязанности первого заместителя генерального прокурора Абхазии Даура Амичева, данное заявление об отводе было необоснованным. Хотелось бы обратить внимание, что судья Кварча не является его личной инициативой, участие в этом. Состав кассационной коллегии формируется не им, и он был включен в него председателем Верховного суда. В связи с этим считаю, что никаких доказательств косвенной либо прямой личной заинтересованности в участии в данном процессе адвокатом Габелая не было представлено, в связи с чем просим отвод не рассматривать, так как он подан повторно, и просим отклонить его рассмотрение. Для вынесения решения суд удалился на совещание. Спустя 1,5 часа было озвучено определение. Заявление представителя административного истца адвоката Габелая об отводе судьи Верховного суда Республики Абхазия Кварча удовлетворить. Настоящее определение обжалованию не подлежит. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвоката истца об отводе судьи Романа Кварча. Дата следующего заседания по данному делу будет определена дополнительно. Амелия Бисмарк, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Между тем, сторонники оппозиции собрались на митинг с требованием признать незаконными результаты прошедших в сентябре президентских выборов. Примерно к 13 часам дня участники акции начали собираться на площади перед Абхазским драматическим театром с намерением ждать решения кассационной инстанции Верховного суда Абхазии по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицини. Затем участники акции переместились к зданию администрации президента. У нас были требования к суду, чтобы были приняты справедливые решения. И сделали мы соответствующее заявление в связи с этим, в надежде, что эта инстанция судебная примет справедливое решение. Но люди здесь уже по другому сценарию развивают события. Понимать начали, что и суд не свободен в своих решениях, и что то, что происходит в нашей стране, вот за это несет ответственность руководство страны. И именно это, как я понимаю, людей подтолкнуло к таким действиям. Ну, дай Бог, чтобы обошлось без кровопролития все это. Надеюсь на благоразумие наших людей.
У здания администрации президента мирная акция перетекла совсем в другое русло. Митингующие сломали входные двери, разбили практически все окна на первом этаже администрации президента и проникли внутрь здания. После чего столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов стихли. В связи с событиями в Сухуми было созвано экстренное заседание Совета безопасности Абхазии, по итогам которого глава государства сделал заявление и обратился к гражданам страны с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации. Рауль Хаджимба также отметил, что даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля. Органы государственной власти работают в штатном режиме, силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. К вечеру ситуация у администрации президента Абхазии была спокойной, но собравшиеся не расходились. Депутаты парламента Леонид Чамагуа, Илья Гунин, Алтарба, Дмитрий Гунба и Алхаз Джинджолия отправились к главе государства Раулю Хаджимба на государственную дачу, чтобы обсудить сложившуюся политическую ситуацию в стране. По итогам переговоров никакого решения принято не было. К тому времени к митингующим присоединился и депутат парламента, лидер оппозиции Аслан Бжания. И к другим новостям. Между Крымом и Абхазией планируют запустить паромы. Об этом сообщает новостной портал Крым Ньюс со ссылкой на постоянного представителя Крыма при президенте России Георгия Мурадова, по словам которого никаких формальных препятствий для проработки вопроса по организации паромного сообщения нет. В этом заинтересованы прежде всего представители причерноморских государств Турции, Абхазии и Болгарии. Вместе с тем, как отметил Мурадов, Болгария и Турция к сегодняшнему дню еще не дали согласия на непосредственную работу с крымскими портами. Анкара осуществляет перевозки в Крым, но только через порты Кавказа. В Сухуми простились с видным общественным и политическим деятелем Абхазии Анри Джергения. Репортаж Алики Трапш. Проводить в последний путь Анри Джергения пришли его родные и близкие, друзья и коллеги, члены правительства, депутаты парламента, представители творческой интеллигенции, общественные деятели. Анри Джергения родился в 1941 году в блокадном Ленинграде. После гибели отца на фронте Великой Отечественной войны в 1943 году Анри Михайлович с матерью переехал в Абхазию. Окончив юридический факультет МГУ, начал работать следователем в МВД Абхазии. В разные годы Анри Джергения занимал должности старшего следователя прокуратуры и председателя Народного суда Сухума, члена Верховного суда Абхазии, а также генерального прокурора Абхазии. Формирование и становление прокуратуры Республики Абхазия непосредственно связано с Анри Михайловичем. Его вклад неоценим на заложенном им фундаменте, и сегодня зиждется прокуратура. За высокие достижения в работе Анри Михайловичу было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Абхазской ССР». Награжден нагрудным знаком почетный работник прокуратуры Республики Абхазия. С 1992 по 2001 годы Анри Джергения был личным представителем Владислава Ардзинба на переговорах по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта с представителями России, Грузии, ООН, ОБСЕ. На всех международных переговорах Анри Михайлович блестяще отстаивал права абхазского народа. Как и его коллега Сократ Рачи-Чинджолия, Анри Михайлович демонстрировал на столь важнейших переговорах высший пилотаж дипломатического искусства, поражая своим уровнем и силой аргументов представителей международных организаций. Помню, как после одного из наиболее сильных выступлений Анри Михайловича, представитель тогда замглавы политического отдела ООН Дерек Бутби признался: «Я очень впечатлен вашим докладом, хотя не согласен с некоторыми вашими доводами». Анри Михайлович никогда не отмалчивался. В самые критические моменты для страны он высказывался порой бесстрашно и высказывал свое личное мнение. Не боялся прийти против течения, если считал себя правым. Вообще он был человеком принципов, которыми всегда руководствовался. И он был политиком с большой буквы. С 2001 по 2002 годы Анри Джергения занимал должность премьер-министра Абхазии. Благодаря его усилиям был начат процесс выдачи паспортов Российской Федерации гражданам Абхазии. Выступавшие на траурном митинге отмечали, что Анри Михайлович оставил заметный след в политической жизни Абхазии. Он был настоящим патриотом своей страны. Уход из жизни видного политика, дипломата, образованного правоведа Анри Джергения – невосполнимая утрата для Абхазии. Алика Трапш, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.
На время проведения праздничных мероприятий по всей республике была усилена работа сотрудников МВД и МЧС Абхазии. Только по Сухумскому району спасателями было осуществлено 22 выезда, 4 из которых были связаны с возгораниями. Подробности в нашем следующем репортаже. Во все праздничные дни работа сотрудников МЧС Абхазии была особенно усилена. В новогоднюю ночь не произошло никаких чрезвычайных ситуаций. Однако уже 2 января в городе Гагра по проспекту Арцинпа 110 полностью сгорел двухэтажный частный дом. В пожаре погибла женщина. Хозяин дома получил ожоги. От огня частично пострадали и соседние дома. 4 января спасателями был совершен еще один выезд в порт города Ачамчира, где капитан морской баржи провалился в трюм. Пострадавший с многочисленными переломами был доставлен в больницу. Не обошлось и без дорожно-транспортных происшествий. 6 утром у нас, к сожалению, произошло ДТП в районе Маяка по улице Адлиба. Там погибло двое ребят в результате столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса. 2 погибли на месте, 2 доставили с различной степенью тяжести в республиканскую больницу. За время праздничных выходных произошло несколько ДТП. 31 января в поселке Ачадара Сухумского района произошло 2 аварии, в одной из которых погиб человек. Сотрудники МЧС круглосуточно отвечают на любой сигнал, поступающий на пульт управления. При этом, как отмечают спасатели, поступают и немало ложных вызовов. Зачастую звонят дети. В этом году один такой вызов уже был. Но несмотря на это, сотрудники МЧС реагируют на любой сигнал и проверяют его на соответствие действительности. Гугу Савардания, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение. В эти минуты президент Абхазии Рауль Хаджимба вновь обратился к гражданам нашей страны. يخنزلشو حنكر حمرزر بيبش أبرع رزقي الجباز دح بلخو أبرع رزقي وا ترخنا يخاو جران زحنايخ حنكر تحمر قرط بيبش تقلز هالشا أحصرو سخنر خنا يتاخي سحويت شاي حيد قلب شاي حيد سنقب يخنزلشو حنكر حيشار بيبش أتقلز هالشا فاحصر. И в конце выпуска прослушайте прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, 10 января в Абхазии ожидается облачная погода, временами слабый дождь. В предгорьях и горах снег с дождем. Температура воздуха ночью плюс 2,7, днем плюс 5,10. Температура морской воды плюс 11. На этом наш выпуск завершен, уважаемые телезрители. Мы еще раз вам напоминаем, что мы следим за событиями и будем информировать вас по мере поступления новой информации. Всего доброго и до встречи в эфире.